Ашском районе Сагдийской области, родине известного таджикского актера Махмуджона Вахидова. Именно тут находится известная еще в советские времена здравница Аксикул. Местные жители тут нередко проходят столетний рубеж. Секрет их долголетия кроется, возможно, в натуральной еде или сладких фруктах. А может быть, все дело в соляных залежах или особенном взгляде на жизнь и труд. Есть в Ашском районе еще одна особенность. Продукция местных мастериц вот уже много лет помогает пережить холодные сибирские зимы. В селе Апон, куда мы приехали, живут хранительницы красивого и древнего ремесла – прядения и вязания из шерсти ангорской козы. Именно эта шерсть спасает от холодной зимы и защищает от сильного ветра. Но, к сожалению, ремесло это постепенно вымирает. Разводить ангорских коз стало очень дорого. Но, несмотря на это, местные мастерицы стараются передавать свои навыки будущему поколению. Ашский район – самый северный район Таджикистана, граничит с Узбекистаном. Оттого здесь дружно уживаются как узбеки, так и таджики. Уютное и тихое село Апон также населено этими двумя народностями. Жители тут очень трудолюбивые, и раньше почти в каждом доме жила ангорская козочка. Сейчас их стало меньше, намного. Дом нашей героини Хурсаной Ортиковой украшен пестрыми настенными коврами и дорожками ручной работы. Однако пришли мы к ней в гости по другой причине – посмотреть, как местные мастерицы придут шерсть ангорской козы и самим попробовать этот старинный вид рукоделия, по сей день сохранившийся в этой местности. Для начала состриженную шерсть козы женщины моют, а белую шерсть при необходимости отбеливают. Затем высушенную ее треплют и размягчают руками, одновременно очищая от колючек и соринок. Как и много лет назад, мастерицы при этом усаживаются в круг и напевают старинные песни. Одна из таких о том, как девушка ждет своего любимого из армии. После того, как шерсть стала легкой и прозрачной, начинается процесс прядения. Сегодня можно найти в продаже современные электрические прялки. Но несмотря на технический прогресс, у нашей героини сохранилась и старая, с ножной педалью. Прядение вручную – процесс достаточно трудоемкий. Здесь требуется мастерство и терпение. Только тогда нить получается ровной, тонкой и шелковистой. Именно из такой нити вяжутся всемирно известные шали-паутинки. Иногда ангорскую нить смешивают с хлопковой, что придает изделиям дополнительную прочность. Такие смешанные нити используют, к примеру, для вязания носков. Надо отметить, что прядение считается исконно женским трудом, зародившимся в Древней Руси. Семье нашей героини это рукоделие также передалось от русских бабушек. Я сама из семьи пастуха. Отец и дедушка были пастухами. В то время в каждой нашей махале были горные козы. Каждую зиму мы стригли коз, и отец ездил продавать шерсть в Россию. Однажды в Новосибирской области он познакомился с одной русской бабушкой, тетей Лидой Ивановой. Они так сдружились, что отец пригласил ее вместе с мужем к нам в гости. Гостили они у нас 15 дней. И за это время тетя Лида научила нас всем тонкостям прядения и вязания. Научила, как вязать носки, безрукавки, варежки и отправлять все это в Россию. Изделия из ангорки получаются очень теплыми, не для таджикских зим. Поэтому вот уже много лет Хурсаной отправляет свою продукцию в Россию, помогая пережить шахтерам и рыбакам холодные сибирские зимы. Сейчас, к сожалению, численность ангорских коз в Ашском районе уменьшилась в разы. Разводить их стало менее прибыльно. Причиной тому стали платные пастбища и дорогой корм.
Пастбища сейчас стали чьей-то собственностью, стали дорогими аренда и корм, поэтому не всем под силу держать большие стада коз. Мы продолжаем этим заниматься, потому что у нас имеется свой небольшой участок пастбища и своя кормовая база. Наши постоянные клиенты из Иркутска и Новосибирска всегда ждут нашу продукцию, мы не можем их подводить. По словам Хурсаной, часть шерсти им приходится все же дополнительно закупать на базаре. Самыми распространенными являются черная и серая, а самой редкой – белая. Соответственно, и стоит она дороже. К примеру, сейчас килограмм черной шерсти стоит 250 самани, а белой – 350. На одну безрукавку уходит около 750-800 грамм шерсти, в зависимости от размера. Ее мы можем связать за 2 дня. Носки и варежки вяжем в день по 2-3 пары. Этому виду рукоделия Хурсаной обучила не только своих дочерей и невесток, но и соседских девушек. Также на подходе и ее подрастающие внучки. Еще одна мастерица Ульфатой Турдалиева отмечает, что многие мужчины в их селе находятся в трудовой миграции. Женщины же вносят свой вклад в семейный бюджет, продавая свои вязаные изделия российскому потребителю. Даже если нет ангорской шерсти, используется обычная овечья шерсть. Чтобы не болела спина, мы делаем специальные курпачи, набитые ангорской шерстью. Также добавляем эту шерсть при вязании дорожек. Такие подстилки под ноги – очень хорошая защита от сквозняков и холодных полов, особенно зимой. В нашем селе нет ни одной женщины, которая бы просто так сидела дома. А еще женщины активно участвуют на ремесленных выставках. Однажды их вязаными изделиями заинтересовалась польская делегация и даже пригласила их в Польшу. Так, в течение 10 дней ажские мастерицы учили польских женщин мастерству прядения и вязания. В нашем клубе женщины очень активны и вяжут, и пекут, и ткут. У нас есть свой благотворительный фонд. Средства идут на поддержку женщин, школ, больниц и уязвимых семей. 1 числа каждого месяца мы собираемся в клубе и обсуждаем грядущие планы. Если близятся праздники, закупаемся подарками. Раз в год все вместе выезжаем на природу. Пообщавшись с ажскими женщинами и уезжая из уютного села Апон, нас еще долго не покидало ощущение ностальгии и какого-то особенного тепла, словно мы на один день окунулись в детство и побывали у бабушки в деревне.